Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 23 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Сегодня я снова взяла метафорическую колоду, другую. Посмотрим, что она нам подскажет. Тоже хочу сегодня только на метафорической делать колоде прогноз. Это у нас карта дня. Это что будет помогать, это что будет мешать. Так, теперь карта отношений, карта работы, карта финансов. Так, немножко сдвинем. Карты большие. Финансов, карта здоровья. Так, у меня тут две карты на здоровье выпало. Так, и карта итога дня. Подвинем сейчас все. Так. Итак, у нас выпадает как карта дня вот замечательная такая история, да, когда, допустим, партнер выручает нас из какой-то сложной ситуации. Или, может быть, это не партнер, может быть, это наш друг. Или человек, который к нам хорошо относится. Да. Здесь изображена такая темница, вот решетка, да, как бы из тюрьмы как бы нас освобождают, да, или, может быть, из башни нас любимый человек освобождает, в которой мы были заключены, да, и так далее. То есть какая-то сложная ситуация, в которой к нам на помощь приходит человек, который к нам хорошо относится. Может быть, это ситуация, которая нам казалась безвыходной, ситуация, которая казалась вообще неразрешимой, да, и вот приходит помощь. Причем совершенно неожиданно может быть. Вот. Также карта может говорить не только об отношениях. Это могут быть какие-то сложности, допустим, с документами, с деньгами, с работой. Да? И вот все время мы можем здесь рассчитывать на помощь близких людей, причем неожиданную такую. Да? Что будет помогать? Вот здесь изображена карта, вернее, на этой карте изображен всадник, который прям ночью мчится, старается успеть, да, и вот на дальнем фоне такой дом, и в нем горит свет. То есть что будет помогать? Надежда, во-первых, на то, что мы получим помощь, да. Свет может говорить о том, что мы сигналим, то есть мы говорим людям о том, что нам необходимо, да, и чтобы они знали, в чем именно мы нуждаемся. Плюс эта карта говорит еще о том, что мы должны верить всегда, что помощь приходит, да, что мы никогда не останемся в каких-то своих трудностях, без поддержки и так далее. Что будет мешать? Мешать будет, когда мы рассчитываем слишком на кого-то, а сами ничего не делаем, да, плюс какой-то отрицательный пример может мешать. Может быть, у вас в прошлом был такой опыт, что вы в чем-то нуждались, да, и вам никто не помог. Может быть такое, но, может быть, вы об этом не говорили и не просили, да, и вот если вы будете думать, что вот все будет так же, как раньше, когда вам не помогли, это только, ну, как бы вредит, да, то есть сегодня нужна надежда, сегодня нужно говорить о своих проблемах для того, чтобы они решались. А теперь в отношениях. В отношениях здесь такая тройка, да, это может быть отъезд, ранний, да, как утро, допустим, или вечер, тут непонятно, солнце, оно либо восходит, либо заходит. Даже по краскам непонятно, что это утро или вечер, потому что зима, да. Вот. И карта говорит о том, что в отношениях может быть какая-то встреча, да, или расставание. Вот мы либо прощаемся с человеком, либо мы его встречаем. Давайте посмотрим, что для тех, кто в поиске партнера. Ну вот, смотрите, вы можете встретить человека, видите, такие две вишенки в руках, да. Человек мечтал о встрече, вот тут такие лилии, и действительно встреча может состояться. Вот эти две карты, да. То есть навстречу к вам спешит человек, который вот, с которым может состояться встреча. И как раз надежды ваши на любовь могут оправдаться. Для тех, кто в паре уже, но здесь, смотрите, здесь может быть как бы конфликт, да, и, допустим, человек уходит, уезжает,
можно избежать этого, не допустить. Смотрите, тут как бы один обвиняет, а другой просто, ну, как бы молчит, воспринимает, закрыл руками лицо, да, ничего не отвечает. Но в ответ он может просто уйти. Поэтому вот лучше, конечно, избежать, если возможно, каких-то резких слов, обвинений. Вот лучше подумать, чего бы хотел близкий человек, да. Он хотел бы тепла, уюта, вот, ну, что, о чем каждый мечтает, мы, в принципе, знаем, да. И вот если мы попробуем поменять наш стиль поведения, может быть, мы, наоборот, наладим отношения, улучшим что-то в отношениях, вместо того, чтобы вот такую кризисную ситуацию создавать. Для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что не нужно рассказывать друзьям, близким, знакомым о том, что между вами происходит. Это может навредить. Да, то есть вы так можете из-за этого, ну, как бы усугубить ситуацию, и вместо того, чтобы помириться, да, вы можете, наоборот, еще больше рассориться, да, когда человек узнает об этом. Теперь работа. Для работы выпадает такая карта, на которой изображен человек, который вот схватил чей-то чемодан на вокзале и убегает, да. То есть, может быть, кто-то воспользуется результатами вашего труда, или, может быть, что-то с финансами быть такое не очень хорошее. То есть, нужно быть осторожным, безопасности правила соблюдать на работе, да, и это может как касаться потерь каких-то финансовых, так это может быть потеря какой-то репутации или потеря каких-то важных достижений своих, да, допустим, вы старались, работали, а кто-то этим воспользовался, да, то есть вот может такая неприятная ситуация быть. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вам кажется, что жизнь вас наказывает, что у вас нет никакой возможности что-то сделать, пойти туда, куда хотите, сказать то, что вы хотите, да, как будто бы жизнь вас крепко держит, и вы не можете из этого выпутаться. Дайте я еще одну карту достану. Еще одна карта говорит о том, что сегодня вообще про это нужно забыть. Нужно расслабиться, может быть, даже кому-то пожаловаться, да, из близких, чтобы просто легче стало на душе. Может быть, просто денечек там отлежаться, поваляться дома, да, сделать то, что приятно, отдохнуть, выспаться, в конце концов, не позволять себе расклеиваться. Для тех, кто уже работает. Может быть очень много сегодня информации, да, и вот смотрите, вы, допустим, можете стараться как бы уходить от ситуации, да, но это чревато тем, что кто-то может воспользоваться ситуацией себе на благо, а вы окажетесь не у дел, да. Посмотрите, очень много информации, да, действительно, как бы голова кругом от этого идет, но если это все не воспринять, не систематизировать, в общем, не наладить, да, или там пропустить какую-то информацию мимо ушей, ошибку какую-то совершить, вот тогда, может быть, действительно и работа даже потеряна. В общем, быть нужно очень внимательным к тому, что сегодня в качестве информации приходит, или, может быть, документы какие-то нужно проверить очень тщательно, почту проверять, чтобы не осталось что-то важное незамеченным. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что нужен мудрый совет обязательно вам сегодня. Нужно поговорить о том, что вас беспокоит, да, и вы обязательно найдете вот ответ вместе с тем человеком, который уже на этом собаку съел, скажем так, да, который в этом разбирается. Теперь посмотрим финансы. В финансах выпадает у нас карта, когда человек наслаждается жизнью, искусством, да, и забывает на какое-то время о всех проблемах. Вот, скорее всего, деньги будут тратиться как раз на то, чтобы отдохнуть, расслабиться, на какие-то удовольствия. Может быть, даже кто-то просто захочет день провести за чтением, там, за книгой. В общем, подумать о чем-то важном. Прям хочется отдохнуть, хочется расслабиться, и на это вот будут уходить денежки. Для тех, кто на зарплате.
Ну да, здесь вот на застолье, да, на семью может тратиться денежка. Для тех, кто своим делом зарабатывает, но вы устали здесь просто от того, что за все отвечаете, да, и вам нужно просто отвлечься. И вот не нужно на это жалеть деньги, да, для того, чтобы вам действительно отключиться от повседневной жизни. А для здоровья выпало две карты. Давайте я их вот так достану поближе. Вот, одна карта семьи, да, вот здесь вот такой как бы уютный уголок, а здесь какой-то домик, башенка, да, а здесь сад, мама, папа, ребенок, ребенок любуется цветочками, и это сирень, и он ищет сирень с нетрадиционным количеством лепестков для того, чтобы загадывать желания. Да, вот здоровье, оно как раз сегодня будет зависеть от нашего настроя, от того, кто рядом с нами, где, в каком месте мы оказались. Может быть, нам на природу нужно, да, может быть, порадоваться каким-то мелочам, настроиться, да. И вторая карта, она показывает такого человека сурового, да, который идет какой-то трудный путь у него, человек-аскет, человек, который отказывается от чего-то ради какой-то большой цели. Да? Вот если у нас большая цель здоровья, может быть, действительно нужно там или диету какую-то сегодня, или поголодать, или, может быть, еще что-то такое сделать важное, да, вот какое-то ограничение такое ввести в свою жизнь, или, может быть, настроить свои привычки каждодневные, чтобы вот постоянно повторять для того, чтобы улучшалось здоровье. То есть здесь от нашего образа жизни зависит. Если у вас что-то серьезное, какое-то там заболевание, да, что-то беспокоит, тогда нужно вот таким образом действовать. Если же у вас хорошее здоровье, значит просто природа, близкие люди и какое-то такое, знаете, детское отношение к жизни. Теперь карта для итога дня. Карта говорит о том, что мы будем чувствовать в конце дня, что нужно просчитать, может быть, будущее, да, или, может быть, составить какой-то план на там, неделю, на следующий день. Может быть, нужно подумать, как правильно выстраивать отношения, как правильно общаться, допустим, на работе, в коллективе там с начальством. Может быть, нужно подумать, как выглядеть хорошо для того, чтобы вот нас ничего не беспокоило в нашем образе, да, то есть вот такой расчет, подумать наперед, вот нужно в конце дня будет обязательно. Вот, и, видимо, для этого будет очень хорошее время. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.